по-прежнему остается проблема дизоморфиновой наркомании. Да, она потеряла свою как таковую актуальность. Практически в 2 раза снизилось количество преступлений, в 2-3 раза связанных с дизоморфином. Но эта проблема до сих пор остается. Почему? Потому что до сих пор нет значимых мер ответственности, позволяющих, скажем так, привлекать сбытчиков кадеина содержащих препаратов к ответственности. Так, 27 февраля текущего года в Усинске, в главпочтампе, задержана гражданка, у которой обнаружена посылка из Москвы. В ходе осмотра почтового отправления обнаружено 2057 блистеров с кадеиносодержащим средством тетралгин. Руководителям оперативных подразделений эту работу необходимо держать под жестким повседневным контролем. А на сегодняшний день работу в этом направлении стоит признать неудовлетворительной, а в первую очередь по вине руководителей оперативных подразделений. Лишь кадровые перестановки на сегодняшний день освобождают вас от ответственности за провал. Мое указание об активизации работы в этом направлении не только не выполнено, а, как показывают проведенные проверки оперативных подразделений, в некоторых из них даже нет предприняты меры к их исполнению. В соответствии с рейтингом следственных подразделений территориальных органов, Следственный отдел управления занимает 14 место по России и 1 по Северо-Западному округу. Это, безусловно, заслуга руководителей и сотрудников следственного подразделения, результат их эффективной работы. Однако не может не вызывать тревоги факты возвращения прокурорами уголовных дел для производства дополнительного расследования. В 2014 году возвращено 11 таких уголовных дел. И что совсем недопустимо, это растущее количество требований прокуратуры о нарушениях уголовно-процессуального законодательства.